тема сегодня восстановленные остинские инструменты. Вот, надеюсь, Тимур тоже будет помогать, как человек, который непосредственно занимается восстановлением. И прошу прощения, но вам придется смотреть в бок, потому что вот слайды будут показаны на стене слева от вас. Так, сразу включаем тогда? Можно, да. Маленькое предисловие, как бы мы начали, ну, трудно говорить, мы начали, с этим занимался наш старший Сослан Маурав, сейчас мы носим его имя, наш ансамбль, да. И мы познакомились с ним случайно, на тот момент он уже лет 5 работал в музее краеведения, там был такой сарайчик, который потом накрыли крышей, и он вот в этом сарайчике работал. Изначально он работал вообще у себя дома, сделал он вот первый Дала Фандыр, ну, можешь открыть эту папку уже, да, вот Дала Фандыр, да. Ну, сделал он первый Дала Фандыр, отнес Эдуарду Галазову. Эдуард Галазов тогда был министр культуры республики нашей. И вот он помог ему с помещением, устроил его в музей краеведения как художника-реставратора. Ну и мы познакомились с ним случайно, мы гуляли с певцом Русланом Кабалоти по проспекту, и он вот сказал: вот здесь работает какой-то мастер, если интересно, зайдем, посмотрим. Я на тот момент занимался рок-музыкой, ну, мне стало интересно, мы зашли, и вот как бы с тех пор я после учебы каждый вечер ходил к Сослану Маураву в мастерскую, он нам ставил чайник, заваривали чай, были долгие беседы обо всем, то есть там не только инструменты, культура, обычаи. Сослан читал наизусть остинских поэтов, читал Есенина, Пушкина, в общем, очень было интересно. Ну и как бы мне хотелось разделить это еще и вот с ребятами, с кем я учился в училище искусств. Я вот позвал туда Тимура Илаева, Натию, Сашу Бестаева. Ну и они стали ходить к нему каждый день. На тот момент из восстановленных инструментов и из восстановленных Сосланом инструментов были только Дала Фандыр. Вот. Ну, они были не такой формы, но в принципе были. Тышин тоже. Тышин был, да, но еще все-таки такой, на нем невозможно было играть. Ну и на наших глазах уже появлялись Тышин Фандырка, Дувада Штанон Фандыр. Вот. Да, да. Ну сейчас обо всем по порядку. Их можно потом сказать отдельно, что это старые экземпляры, старинные виды, образцы. В общем, ну давай обратно на Дала Фандыр. Традиционная форма, она такая очень узкая, продольная форма. Вот, это вот она и есть, просто в разных ракурсах. То, что у нее в руках. Немного похожа форма, здесь просто чуть-чуть вот она в форме юбки. Она должна сделана. быть прямая, просто сверху сужается и вниз. Но потом экспериментировали, наверное, хотя не надо отходить от традиционной формы, я считаю. Но делали разных форм уже. Назад. Грушевидный там, но это подобие же чонгури. Не, сейчас больше даже я вот хочу на лады обратить внимание. 1, 2, 3, 4, 5 ладов. Угу. Вот там другой строй. Старые, да, старые были на другом строе. Другой строй, потому что другую музыку играли. Сейчас же это уже копия балалайк. Такой же строй, классический строй, как у домр, у балалайки. Сейчас ну, такой например, современный, да, чонгури тоже. Вот как сейчас на этом, это тоже уже как бы... Ну и мы хотим попробовать сделать вот такой старый, то есть 5-ладовый, но мы пока, честно говоря, не знаем, как это высчитать, потому что стариков не осталось, которые вот играли на старом. Там и строй был другой, то есть вот на определенный, да. На современном Дала Фандыре строй, если есть музыканты, секунда, терция.
А на старом Далафандыре строй был кварта-квинта, либо квинта-кварта. Традиционный строй. Кварта, Ну и кварта, еще, как бы, да, первые Далафандыры были двухструнные. А вот по Феликсу Алборову совсем старые инструменты вообще были без ладов. Потом, позже стали уже делать на них лады. Вот, ну, можно дальше. Сейчас можно разных форм увидеть Далафандыра, но я считаю, что Вот у него в руке традиционная форма, она нужна. Традиционная форма, продолговатая. Вы Далафандыр, не хочешь байвай, вот же Далафандыр, Уиндер. У Феликса Алборова в книге написано, что когда вот я точно не скажу годы, по-моему, в 20-х годах в Южной Осетии, вот когда Галаев приехал работать в Цхинвал, они занялись восстановлением и адаптацией этих инструментов под оркестр. И появилось уже не 5, а более чем 12 ладов. Струны были заменены, здесь были либо струны из конского волоса, либо жильные, либо кишки как-то обрабатывали и скручивали. В общем, старые фандырка были вот такие. В Южной Осетии стали делать оркестровые инструменты. И вот первые приемы, если вы были на концерте, например, Булата Газданова, вот они играют тремоло, вот такие вот приемы, вот медиатор, например. И стали внедряться уже в астинскую музыку. И старики говорили, что Далафандыр, он утратил тот нежный звук, который так нравился, в принципе, народу. Он стал громче, но вот окрас звука поменялся до неузнаваемости. Потому что это современный инструмент, он для большой публики. А те экземпляры, они просто для камерного исполнения. Монопады, кадыканок, мои фарши, их салдермы, шездервант, и шездервант, фондернес. И они служили только для аккомпанемента. Собственно, у нас есть мастера, которые делают вот прям концертные инструменты, я думаю... видоизменяя форму уже, да. Да. А мы будем стремиться к старым формам, потому что мы считаем, что именно в старине есть какая-то правда. Сейчас вообще актуально. Есть разные жанры музыки. Есть классическая, а есть именно аутентичная музыка. Сейчас такое направление очень актуально. И поэтому и звук там должен быть, конечно, другой. Сравнивая, например, оперное пение с тувинским горловым пением, да, то есть и то имеет право на жизнь, и не стоит взаимоисключать их. Ну и вот Робик, что-нибудь, не знаю, там, звук. Ну и вот традиционный способ исполнения двумя пальцами, либо этими, либо вот этими. Еще иногда для бряцания использовался безымянный палец. И вот мы как бы в нашем творчестве, если можно это так назвать, пытаемся играть только по-астински без медиаторов, там, без тремола и так далее.